Ну что, первые в сборе. Собрались. Так, надо познакомиться. Игорь. Аркадий. Игорь. Тимир. Тимир Спиридон. Очень приятно. Все, первая часть команды уже вы знаете. С остальным попозже познакомимся, как подойдут. Так, что у нас вещи забросили, да, все назад? Это еще только наши вещи, да, получается, четверых? Да. Доброе утро. Игорь. Кирилл. Ну что, стартуем? Ура, сегодня поспал 3 часа всего, сейчас время 7:30, без 28. Вчера впервые я выложил видео прям в режиме онлайн, снял и тут же выложил. Чтобы это сделать, мне пришлось сидеть часов до 3 ночи, до 2, не знаю. Лег, в общем, в 4 часу. Ну, это нормально уже. Бодренько себя чувствую, если что, до кемарю в машине. Все, команда администрации собралась в администрации. Скоро поедем. Какая у нас аптечка хорошая. Так, наш врач, да? Вот у нас будут рациями обеспечены. Что наша старшая экспедиция на месте. Все, штурман. Поехали уже, да? Да. Все. Добрый путь, как говорится, да? Тронули? Официальный старт. Подожди, он через 2 часа будет. Через 2 часа еще, да, еще рано, ладно. Вот пока просто едем. И снова зимник. Когда его закроют? В апреле уже, может, да, как? Да. Скоро этой кайфухи не будет. Так, это Табагинский мыс впереди, да? Вот там вот Табагинский Да, мыс. Вон он. Если все сложится удачным образом, там когда-нибудь построят мост. Это было бы очень здорово, конечно. Сейчас уже на самом деле большая работа будет. Ведется, да? Уже зарезервированы участки, ведется работа с гражданами, которые владеют этими участками. Создаются инициативные группы там, для обсуждения, чтобы по переносу, короче, жилья. Да. То есть реально уже работа практическая уже ведется, да, не только... Да. Ну дай бог, да? Было бы очень здорово. Это бы облегчило жизнь очень серьезно жителям. Ты из Питера же, да? Да. Ну что, наша первая остановка Тюнгюлю. Тут официальный старт будет, правильно я понимаю? Вчера был торжественный старт, а сегодня Здесь официально уже начинают категория спорта и туризм продвигаться. А мы в категории туризм находимся. Категория спорта, это они лишь на скорость кричать будут, да, там все. Да, у них все как в настоящей дисциплине будет, согласно правилам. А мы никуда не спешим, да? Нет, у нас будет развлекательное, там, с играми всевозможными, заданиями такими. А они нет, они просто будут ехать вперед до крайней точки. Мчать. Но мне так больше нравится, да, как турист, так интересней. А мы будем останавливаться в музее, Будем развлекать. посещать вот эти вот все интересные достопримечательности, посмотрим на горные реки. В общем, у нас будет очень интересно. Блин, шум. Не в тему, этот трактор приехал. Так, а где наш врач? Мне что-то какое-то состояние не очень комфортное внутри. Пищеварение что-то меня подводит сегодня с утра. Мы должны получить задание, да, говорят? А, уже получили Держи. задание? Так. Мы нафоткали сейчас. Задание. Сфотографироваться на фоне машины победителя пролога ралли-рейда Полюс Холода 2019. А кто это? О! Когда-нибудь я куплю себе этого малыша. Будем снимать красивые пейзажи, но это будет попозже. Приветствуем гостей, туристов международного фестиваля «Полюс Холода 2019» в беге на Кангаласском улусе в селе Тюнгюлю в рамках событийного тура. Пришло время древнего таинства, пришла пора поклонения верхним божествам, устроителям мироздания. Настал час благословения, час Алгыса. Угощаем вас пищей богов, благословляем вас. Пусть уста ваши не устанут вовек. Соревнования на 400 метров. На 400 метров, ребята. 15 тысяч рублей на 400 метров.
250 грамм бензина. Ну и адреналина. Оказывается, машины вот по целине поедут. Сюда вот. И тут у них финиш на этой линии. Нам надо будет быстренько разбежаться в разные стороны. Это, оказывается, чисто якутские соревнования. Хар-Аян называется. Хар — это снег, Аян — езда, если я правильно запомнил слова. Традиционные национальные гонки. Мы же с вами будем наблюдать. Честно загнался. Седьмой номер. Неплохо разогнался. Ну все, едем дальше. Следующая остановка в Чурапче. Там будем выполнять какие-то еще задания. Посетим музей, да, там местный? Музей посетим. По дороге у нас квест. Мы должны сфотографироваться на фоне поселков и стел, названия которых там соответствуют буквам. Ну, там у нас есть набор букв. Вот Мугудай. Сейчас сфоткались. Дальше по пути надо продолжать это делать. Так что в дорогу не просто едем, а весело едем. Чурапчи. Очередную фотку сделали на фоне. Какие просторы открываются. А это еще только начало. Что будет дальше? Вон лошадки пасутся. Чурапча, сам поселок. Родина третьего президента, да? Мы первые, да, пока едем? Это хорошо. А вот он же, вот. А, нет, смотри-ка, я же говорил. Блин, откуда они взялись? Я же Ты говорил. про них же говорил точно. Что, мы не первые, А, да? не про них. Чурапчинский музей истории и этнографии имени Савина. Про них ты говорил. Ты говорил про три четверки. Наша задача была найти музей в Чурапче и побывать в нем. Идем? В общем, квест сложен тем, что его невозможно выполнить. Мы тут уже полчаса, а музей закрыт. Ну да, это сложная задачка. Да. Да, я думаю, Обед. что они обедают, да. Сейчас вот Мы тоже так думаем. обед — святое дело. Что, тоже пообедаем тогда? Давайте пообедаем. Тогда у нас есть полчаса полной машины еды, можем. Чайку? У нас с собой еще целые упакованные обеды. Наконец-то мы кушаем, да, сегодня? Первый раз за сегодняшний день. Я уже третий, по-моему. Уже третий? Посмотрим, что мы будем кушать. Чай вам? Опа. Круто. Это целое село, да, переселили? 11 августа. А, 1942 года, да, так это война была. Вот ага, во время войны. Эти вопросы начинаются с этого центральный вот это. Она говорит, уже Одновременно начнем, да? Ты по-якутски разговариваешь, да? Ну, я понимаю немножко. Да? Прикольно. Я не понимаю. Постоянно слышишь, все равно что-нибудь понимаешь. Сейчас ищем вопрос. Без чего зимой охотник не может отправиться в лес? Найдите этот предмет и напишите название. Ну, он же безлышный, да? Мне тоже кажется. Это зал Да не этнографии. глотает. А для чего это? Как? Только? Древние древности. Трогать их можно? Да. Аккуратненько. Ничего себе. Я прикоснулся к верхней части черепа первобытного быка Буорхая. Ничего себе. Это у нас череп шерстистого носорога. Это зуб мамонта, похоже, да? Уникальный скелет шерстистого носорога найден в 1972 году в селе Чурапча местным жителем Местниковым. Вот так вот местные находят останки древних носорогов. Байдарка. Да? Старинная лодка. С этими животные нравятся. Кабарга. Как кенгуру. Вот с таким в лесу встретишься. Мало не покажется. Или вон киска.
Следующий зал гражданская война у нас. Это была бы коллективизм. Ол тух. Ага, это Герита. Белогвардейцев, да, беженцев с Иркутской области. Сюда, да, с Да, Иркутской сюда. области? Прибыли, да? И это они были, так сказать, карательный отряд. Ага. И забили палками 17 человек. И в одной могиле все. Местных, да, 17 Местных, человек? да. Ну, разные были. Это белые их забили, пришли, да? Белые забили, пришли. Так вот, кто был прав, белый или красный? Скульптурки тает потихонечку. Ну что, экипажи по машинам? Въезжаем в Татинский улус. Да, конечно. Ну, и можно одну положить, а можно... Можно разделить, Мне мама, да. говорила, что на 3 части или... Ну, целую. Делишь, да? Ага, не, я разделю. Я много слышал о Татинском улусе. И вот, наконец-то я в нем побываю. У нас Черкех. Так что много увижу населенных пунктов. Итак, команда, слушай, мы едем сейчас в село Черкеху Нах, Черкех. Я все снял. посетить, короче, музей историко-этнографически, зафиксировать этот факт. Встаем. Откуда его надо? Что это за штуки из земли? Вентиляция так сделана, да? Холодно здесь, да? Холоднее, чем на улице. Посмотрим на село Черкех сверху. Немножко угнетает, конечно, пыльные дороги. Здесь, говорят, это такая проблема. Последняя наша точка нашего квеста — сфотографироваться на фоне памятника богатырю. Это чтобы коровы не ходили, да, такие входы делали? Да. Коровы, лошади. Оп. Продолжаем собирать стеллы. Сейчас у нас буква «ы». Это Кёль. Это Кёль. Правильно я сказал, да? Это Кёль. А сколько мы сейчас от Якутска отъехали? 250. 271. 271 километров. И здесь дешевле бензина, что ли? 56 бензин. В Якутске сколько он? 54. 54-55? Да. 300 километров от Якутска. По идее, должно быть дальше все дороже. Чем дальше уезжаем, все, по идее, дороже. Мы едем на северо-восток от Якутска. 56-80, 95, 92 также. Дизельная 60 и 70. Для тех, кто спрашивал. Бенз. Насчет туалетов на заправках я погорячился на прошлых видео. Есть? Только почему-то вот этот закрыт. Более цивильный. Вот, может, да. Тампонский район, да, у нас? Да, А это вот карта. Ну-ка, где тут Якутск? Якутск там сзади. Вот тут, да? Вот мы здесь. Мы здесь. Мегина, Алдан, Вот Татин, да? мы сейчас Татинское вот А, вот. заезжаем. Тампонский. Поехали в Тампонский, там, Миконский уже за Тампонским. Вот будет. Хандага. А, Хандага. Здесь мост. Сейчас Алдан, да? Да. А это река Хандага, да? Нет, это река Алдан. То пока я научусь делать 3D визуализацию карт. Было бы круто так на компе сделать. Вот как мы едем маршрут. Может, научусь. Что, 6 часов? А во сколько мы выехали? Мы в 8, да, выехали? 8 с копейками, сейчас 6 часов. 10 часов мы в пути, да, суммарно пока? Нормально, я еще не устал. 4:20 всего лишь? Именно едем, да? Именно едем. А, 4:20 всего лишь едем. Не так уж и много. Больше ходим, чем едем. Мегина, Алдан. А, ну Тампонский улус — это село просто. Село, да. Ничего себе, едем по дороге, камни стреляют. Из-под колес, блин, выбивало. Мы думали, так было, говорит, нет.
Тимир говорит, нет, так стало. Офигеть. А звук такой прям всю дорогу стучат. Жестко по защите. О. Вот так вот. Всю дорогу сейчас, когда асфальта нет. А это пыль, да, такая стоит столбом? Да. Все, дорога кончилась. Ну, в смысле, сухопутно. Сейчас едем через реку. Переезжаем. Сейчас-то тут зимник, все хорошо. А летом вот так вот по Якутии, чтобы куда-то добраться, паромные переправы необходимы. То есть, ну, есть дороги, в которые несколько таких переправ через реку организованы. Это река Алдан. Да, мне сейчас объяснили, что мы немножко проедемся туда по зимнику. И дальше обратно на дорогу. Уже до Хандаги. Весной уже лед начинает идти. Чтобы заторов не было, тоже мне рассказали, что посыпают углем, чтобы лучше таяло. Еще там пилят лед. Целая система здесь, чтобы нормально все пошло. Холодно стало так. Морозно. Тут у нас еще, оказывается, отметка. Вот у нас судьи здесь. Сейчас рассказали, что дорога дальше будет завтра после Хандаги тяжелая. Очень узкая. Там двум машинам не разъехаться. И сказали, что пропускайте всех, лучше завязните. Ну и как бы там вообще можно перевернуться. Там надо аккуратно. Дорога узкая, и она сразу идет. Ну все, мы в Хандаге. Время без 15:08. Приехали в нашу гостиницу. Так, что тут ребятам прилетело, да? Вот так вот тут, блин, прилетает на дороге. Заценим наш сегодняшний дом. Здравствуйте. Здравствуйте всем. А, супер. Так. Сейчас еще у нас получается. Ну что, шикарно вообще. Там есть бар-то в холодильнике, нет? Бара нет. Ну все, как-то так разместились. Пойдем к ребятам в гости. Чайк. За распитие спиртных напитков и курение штраф 1000 рублей. О, душ у нас есть, круто. Я думал, тут удобство где-нибудь общее, а тут в каждом номере есть, да? Да. Что, все отдыхают уже, да, почти? На расслабончике. Ужин и спать. Остатки оператива. Там положу. Подъем у нас. Подъем в 8 утра, завтрак. 7 утра. 7 уже, да? 8 завтрак уже. Ну, 7, мы же в 10 выезжаем, да? 8 по-любому надо быть там, потому что они будут говорить опять эти задания новые. 8 часов официальная часть. Так что надо пораньше ложиться. Я тебя плохо знаю, но уже вижу, что ты хороший, добрый, отзывчивый человек, приличный, достойный. И как специалист ты очень компетентен, в общем, в работе. Вот, я тебя поздравляю, желаю, чтобы в семье у тебя было все хорошо, здоровья тебе и всего наилучшего. Да, спасибо. Все, давай. Я тебя знаю совсем мало, но могу присоединиться ко всем этим словам в плане того, что это реально очень приятно. И я тебя поздравляю, что ты отмечаешь свой день рождения именно в такой супер мероприятии, что ты едешь в Аймикон, так что это хорошо даже, что ты не где-то там в баре там сел там с друзьями отметил, а именно вот таким образом. Самое лучшее отмечание. У Кирилла сегодня день рождения, оказывается. Он такой втихую такой в машине, а у меня день рождения сегодня, да. Давайте подарки. Так что поздравляем чайком, кофейком. У тебя чаек и кофеек в одной кружке? Да, похоже, налили, намешали остатки. Все, время 10, всех вырубает. Немножко поработаю и спать. Все, до завтра.